Чем жарче на улице, тем больше жителей республики стремятся к реке. И случаи, когда купание оборачивается трагедией, не редкость. Только за вчерашние сутки утонули 4 жителей Коми. Побороть печальную статистику пытаются спасатели, которые сегодня собрались на Нювчинском водохранилище. Там стартовали республиканские 10-е соревнования по спасательному многоборью на воде. Павел Королев узнал, чье дело спасать утопающих. Одно из самых сложных заданий – спасти уже ушедшего на дно человека. Один из спасателей вплавь устремляется на помощь. Еще 2 на лодке гребут следом. При этом нужно еще и нырнуть за пострадавшим на глубину почти в 3 метра и поднять тяжелый манекен на борт. По признанию некоторых участников, спасать людей на воде им еще не приходилось. Но на то они и соревнования. Ведь здесь, в отличие от жизни, ошибка или промедление не будет стоить человеку жизни. Утопающего не приходилось спасать, но как бы навыки есть, навыки оттачиваем каждый год теперь. И так что не растеряемся, если что-то кому-то понадобится помощь, обязательно спасем, реанимируем, откачаем, как бы не проблема. А это еще один не менее сложный этап. Задача – проплыть на лодке около 200 метров, а затем вернуться и в выбранном секторе опрокинуть вместе с собой судно. При этом нужно постараться не уйти на дно, а еще обратно перевернуть лодку, взобраться на нее и доплыть до берега. Тут против спасателей работает течение и порывистый ветер. Свои нюансы есть даже в простых, на первый взгляд, упражнениях. Допустим, спасательный круг весом 4,5 килограмма нужно бросить не только далеко, но и точно, чтобы не добавить тяжелых проблем на голову тонущего человека. И хорошо, когда есть кому этот круг бросить, но большинство отдыхающих выбирает все же дикие пляжи, а спасателей там, как правило, нет. И последнее нередко приводит к трагедии. Тут уже за дело берутся водолазы. С 2014 года Владимир Барсов каждое лето занимается поиском утонувших. Говорит, как только начинает расти столбик термометра, растет и количество погибших на воде, особенно детей. Наверное, года 2 назад было, да. Стало жаркое лето, и очень много, получается, утонуло детей именно. Видимо, люди сильно соскучились по воде и не соблюдают, в общем, технику безопасности на воде, правила поведения на воде. Соответственно, дети, конечно, родители отпускают детей без присмотра, и это, соответственно, чревато зачастую. На Нювчинском водохранилище спасатели собрались вот уже в юбилейный, 10-й раз. И дело тут даже не в соревновательном духе, отмечают организаторы. Куда важнее показать свои навыки спасения на воде. Для нас не самая главная задача состязательность, кто займет там первое или там предпоследнее место. Дело в том, что здесь спасатели собираются и показывают все, чему они научились, что они умеют. И самое главное, они делятся опытом, смотрят друг на друга, у кого что лучше получается. И затем они все это используют в своей служебной деятельности, в работе. Между тем, правил поведения на воде не так уж и много, отмечают спасатели. Запомнить их не составит большого труда и тем самым предупредить беду. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган. В Троицко-Печорске прошли региональные учебные сборы госинспекторов по маломерным судам. Сотрудники ГИМС прошли тестирование, включающее несколько десятков вопросов от знания терминологии и законодательной базы до районов плавания и алгоритмов оказания первой помощи. Были проведены практические занятия и зачеты по управлению различными типами маломерных судов. Кроме того, обсудили важные темы ведения единого реестра маломерных судов и учета удостоверений на право управления, аттестационной и регистрационная деятельность, обменялись практическим опытом. В ходе сборов мы подвели итоги деятельности центра за первое полугодие 2022 года, поставили задачи на последующие периоды. В живой беседе пообщались, обсудили проблемы, обсудили пути решения, выработали какие-то новые подходы, методы к осуществлению деятельности инспекторов центра ГИМС. Сегодня сдавали экзамены на право управления маломерными судами различных категорий. Теоретические экзамены сдали успешно, вопросы были сложные, но мы все справились. Отрабатываем практические навыки вождения. На сборах выявили направления, требующие особого внимания. Сейчас тревогу вызывает обстановка на водоемах республики. С начала лета утонуло 22 человека, из них 7 дети.
Основными причинами гибели людей на воде это остается купание в необорудованных местах, а гибель детей – это безнадзорность со стороны взрослых. Хочется обратиться к родителям, чтобы они контролировали всегда местонахождение своих детей, а также довели до них требования безопасности на водных объектах, чтобы дети понимали, что купание в необорудованных местах может привести к большой трагедии. Тем временем в Коми до сих пор оборудованы не все запланированные места для купания. Сегодня официально открыты 8 из 10 пляжей, причем 3 из них были приняты только вчера. Еще в 6 муниципалитетах организованы 34 места отдыха у воды, где можно загорать, но нельзя купаться, так как акватория не соответствует требованиям безопасности. В таких местах проводятся профилактические рейды.